На территории ГРЭС-2 прошли масштабные пожарно-тактические учения. Спасатели и сотрудники станции отрабатывали действия в случае возгорания резервуара с топливом. На учениях побывал наш корреспондент Юрий Осипов. В резервуар номер 2 объемом 10 тысяч кубометров попала молния. Из-за этого загорелось топливо. Тут же поступил сигнал тревоги, и уже через несколько минут силы пожарно-спасательного гарнизона были на месте. Такова легенда прошедших учений. Сразу после тревоги активировалась штатная система пожаротушения объекта. В случае возгорания персонал станции перемещает топливо из одной емкости в другую. При этом включается система орошения резервуаров. Силы пожарно-спасательного гарнизона распределились по периметру резервуара. И помимо того, что работает система пожаротушения самого резервуара, его со всех сторон поливают пеной. Ты понял. Дать задание администрации начало перекачки от горящего резервуара. Подобная масштабная тренировка впервые проходит на территории ГРЭС-2. В учениях приняли участие 85 человек и 25 единиц техники. Очень важно при данных учениях выявить особенности тушения нашего объекта, выявить нюансы, отработать четкое взаимодействие персоналом станции с МЧС. Сами огнеборцы отмечают, что все системы нового объекта работают исправно. В основном отрабатывались вопросы взаимодействия персоналом объекта, службами взаимодействия города Якутска, ну и навыков, отработка навыков именно личного состава пожарной охраны. Также были отработаны установки пожаротушения, так как объект для города Якутска это новый. Все вопросы были отработаны в полном объеме, учения прошли на удовлетворительно. Персонал самой станции регулярно проводит противоаварийные тренировки. Но, как отмечают все участники учений, успех в ликвидации последствий ЧП невозможен без слаженной работы спасателей и персонала. Юрий Осипов, Джоустан Иннокентьев, Якутск.